В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Якутия сегодня отмечает День государственности республики. Прошли возложения цветов к памятникам тех, кто стоял у истоков, а также положено начало строительства нескольких социальных объектов в районах. Свой праздник отметили жители поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Там люди получили ключи от новых квартир. Более 4000 бюджетных мест выделят в СВФУ в следующем учебном году. Как подать документы на обучение? День образования Республики Саха-Якутия отмечается сегодня в нашем регионе. Это особая дата в истории. Статус автономии регион получил 27 апреля 1922 года. Это произошло благодаря стараниям целой плеяды видных деятелей Якутии: Максима Амосова, Платона Аюнского, Исидора Барахова и многих других. А ровно 70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая Конституция Республики. Глава региона сегодня поздравил якутян с Днем Республики. Айсан Николаев написал о значимости события, а также, что за эти годы наш регион прошел масштабный путь единой судьбой с Великой Россией. Во всех уголках Якутии успешно реализуются национальные проекты. Возводится новое жилье вместо ветхого, улучшаются дороги, облагораживается облик городов и сел, укрепляются и модернизируются системы здравоохранения, образования и культуры. Растут демографические показатели. В завершении Айсан Николаев написал, что каждый вносит вклад в устойчивое развитие родной Якутии. Мы с уверенностью смотрим в будущее, творя добрые и масштабные дела уже сегодня. Также глава региона сегодня принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику выдающегося государственного и политического деятеля, одного из основателей государственности Якутии, Платона Аюнского. В мероприятии также приняли участие министры, депутаты, общественность. Платон Аюнский – один из ярчайших представителей людей, которые боролись за светлое будущее для народов Якутии. Андрей Савич Борисов, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Николаевич Григорьев, председатель Якутской... Чем дальше история уходит вглубь веков и времен, чем больше значимость и смысл того, что произошло в те годы, оно осознается еще больше, глубже, шире. Праздник патриотичный. Потому что история, воспоминания о таких людях и поклонение таким людям, как Платон Аюнский, Максим Амосов, Исидор Барахов и многие-многие другие, которые, в принципе, даже отдали жизнь за то, чтобы наша республика состоялась, это патриотический порыв. И это правильно, так должно быть. Еще одно мероприятие, посвященное Дню Республики, состоялось в Якутске. Возложить цветы к памятнику советскому государственному деятелю Максиму Кировичу Амосову собрались председатель правительства Андрей Тарасенко и председатель Конституционного суда Александр Кимкимен. Напомню, что по причине ухудшения эпидситуации массовые мероприятия в Якутии отменены. В Намском районе, на родине видного государственного и политического деятеля Якутии Максима Амосова, забили сваи двух будущих детских садов. Это стало своего рода подарком жителям ко Дню Республики. Один детский сад расположится в селе Партизан. Он будет рассчитан на 98 мест. Второй в селе Хатырых, откуда и родом Максим Кирович. Там дошкольное учреждение сможет принять 75 ребятишек. В поселке Нижний Бестях по программе переселения ко Дню Республики вручили ключи новоселам от нового многоквартирного жилого дома. До 2017 года в 29 наслегах Мегино-Кангаласского района признали аварийными 272 многоквартирных дома общей площадью более 66 тысяч квадратных метров. Из них 58 приходится на поселок Нижний Бестях. Введено в эксплуатацию 2 МКД. Первый по улице Алданская, дом 13, где ключи получили 46 семей. Второй по улице Кооперативная, на 57 квартир. Мы очень долго ждали этого события в нашей жизни. Наконец-то оно случилось. Благодарны и нашему муниципальному образованию, и нашему правительству за то, что оно беспокоится о своих гражданах, за то, что оно создает такие проекты для людей. Вот. Большое им всем спасибо. Мы очень довольны, очень рады. Квартиры светлые, красивые, просторные. Вот. Ну, будем жить, будем радоваться. Айсан Николаев сегодня отправился с рабочей командировкой в Ленский район. Глава Якутии провел заседание оперативного штаба по коронавирусу. Также принимает участие в выездном совещании по вопросам готовности к паводка и пожароопасному сезонам.
Совещание проходит под председательством министра России по делам гражданской обороны Евгения Зиничева. Есть риск обрушения берегов, проток на реке Лене. Существует вероятность выхода волны на пойменные участки в селах Хатас и пригородные Табага. Об этом сказал председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко во время совещания с профильными ведомствами. Чтобы не допустить чрезвычайную ситуацию в период прохождения половодья по реке Лене, нужно обеспечить комплексные меры по берегозащите. Кроме того, республиканские власти намерены подготовить проектную документацию для расчистки рек и проведения дноуглубительных работ. Продолжаются работы по подготовке к весеннему половодью и в Алекминске. Уже провели очистку водостоков. Сейчас ведется подготовка к закрытию шлюзов. Елена Фаст продолжит. Один из наиболее актуальных вопросов на сегодня – подготовка к паводку. В городе Алекминске это дамба, защищающая город при подъемах воды в период половодья. В этом году весна осложняет работы. Стоки перемерзают за ночные минусовые температуры. На сегодняшний день проводятся подготовительные работы к закрытию шлюзов. Подготовка, ведется ремонт, сварочная работа, отдолбление льда, потому что нынче весна очень холодная и каждую ночь намерзает много льда. Готовим, примеряем, готовимся к воде. К 9 числу, я думаю, что как ежегодно у нас появляется вода в реке Лена уже под бугор. Я думаю, нынче то же самое будет. Готовность к паводку и есть, отмечает заместитель главы города. При контрольном выезде были осмотрены пункты временного размещения и необходимый инвентарь. Есть наличие раскладушки в количестве 30 штук. Постельные, одеяло, подушки и раскладушки. В основном ПВР все готовы. Сколько у нас ПВР? 2 ПВР. Это 7-я школа и спортзал «Дружба». основное внимание, конечно же, на дамбу. Несмотря на сложные погодные условия, сильные ветра, снегопад и минус по ночам, работы ведутся. Готовимся, на той неделе будет вода. Будем проверять в балалайке шлюзы на герметичность. Закрывать, смотреть пропускные способности. Вот пока такие планы. И где-то к 9 мая мы закроем все шлюзы и оставим небольшие водовыпуски для того, чтобы, когда вода придет с реки Лена, уже быть готовым к этому. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Теперь о текущей эпидемиологической обстановке. 82 новых случая коронавируса выявили в Якутии за сутки. Из них в Якутске 49. Мегино-Кангаласский район – 22 пациента. Алданский и Инамский – по 4. Мирнинский, Сунтарский, Хангаласский районы – по 1 случаю. Поговорим и о ходе вакцинации. Пунктов для получения прививки от коронавируса развернуто почти 2500. Также действует более 100 мобильных бригад. Из ранее поступивших почти 115 тысяч доз вакцины на сегодня использовано более 93%. Первый компонент получили почти 106 тысяч, второй – более 60 тысяч якутян. Минздрав региона сообщил, что терапевтические и педиатрические отделения всех медучреждений республики эту неделю и майские праздники будут работать ежедневно. Приемы в поликлиниках дежурных врачей будут вестись с 9 утра до 15 часов дня по местному времени. Обслуживание вызовов участковых врачей также ежедневно с 9 до 15. Такой же график прописан и у пунктов вакцинации. Прием вызовов врачей на дом осуществляется через колл-центры. Приемная комиссия Северо-Восточного федерального университета в этом году начнет работу с 20 июня. Там нам рассказали, что на следующий учебный год университету было выделено свыше 4000 бюджетных мест по программам среднего профессионального и высшего образования. Как будет вестись прием документов, в материале Саргаланы Неустроевой. В прошлом году подача документов в высшие учебные заведения онлайн успешно показала себя на практике, в связи с чем в августе 2020 года Министерством образования и науки России был утвержден новый порядок работы приемной комиссии. Как и в прошлом году, подать документы на поступление будет возможно дистанционно. В прошлом году в связи с пандемией коронавируса наш университет подготовил и разработал собственный сервис, называется «Личный кабинет абитуриента СВФУ». В прошлом году личный кабинет себя отлично показал, и в этом году мы также его будем использовать.
А также наш вуз вошел в список вузов, которые будут участвовать во втором этапе пилотного тестирования суперсервиса поступления в ВУЗ онлайн посредством портала госуслуги. А между тем вопрос о том, что же ожидает тех, кто уже собирается оканчивать учебу в университете, все еще открыт. К сожалению, у многих в прошлом году все торжественные мероприятия по случаю выпускного были отменены, а защита дипломов прошла в формате онлайн. Через месяц посмотрим, да, это где-то обычно у нас проходит в начале июня. Если к этому времени ситуация будет лучше, да, то, наверное, сделаем, ну, с применением всех ограничений, да, может быть, выдачу красных дипломов сделаем офлайн. Но ситуация такая, что на данный момент мы в голове держим, чтобы, как и в прошлом году, онлайн проведем данное мероприятие. Тем не менее, не обходится и без положительных моментов. Как подчеркнул Анатолий Николаев, количество желающих после окончания университета выехать в районы увеличилось на более чем 7%. Кроме того, пандемия также не повлияла и на количество студентов, оканчивающих университет с красным дипломом. А самое главное – подготовить хороших специалистов. Ведь хороший специалист зависит не от цвета диплома, да, а от того, насколько вот он получил хорошие навыки, хорошие знания в стенах нашего университета. Сейчас университет делает много, чтобы наши образовательные программы стали как бы практикоориентированными, да, больше ориентированы на наших работодателей. В целом тенденция поступающих в СВФУ положительная. Так, в прошлом году из 8 тысяч абитуриентов, подавших заявки, поступило более 5,5 тысяч студентов. И это при том, что количество бюджетных мест в прошлом году было меньше – всего 3943. Сарглана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. А школьники из Якутии побывали на космодроме «Восточный» и смогли увидеть запуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б». Такая уникальная возможность появилась у призеров Республиканской олимпиады «Старт в космос», которая проходила с 1 по 12 апреля. Ребята-юноармейцы из Нерюнгри, Вилюйска и Амги посетили город Циолковский, где познакомились с реальной работой наземных служб космодрома. Побывали в музее космонавтики, увидели детали ракетоносителей, модели ракет, макет космодрома, но самое главное – смогли поприсутствовать при запуске настоящей ракеты в космос. Я рад, что благодаря проекту «Старт в космос» смог увидеть запуск ракеты, а также увидеть этот чудесный город. И от лица всех участников этого проекта хочу поблагодарить организаторов, а также главу Республики Саха-Якутия Арсена Сергеевича Николаева за предоставленную возможность. Неделя, посвященная Дню Республики, продолжается в Нерюнгре. Для желающих провести время интересно и с пользой был организован мастер-класс по якутским национальным настольным играм. Азам ловкости рук обучилась Ирина Кичигина. Хабылык и Хаамыска – это национальные игры на ловкость рук, которые с 2012 года вошли в соревнования по национальным видам спорта игры Манчары, а с 2019 года в игры Олонхо. Основным инвентарем игры Хабылык являются деревянные лучины, а в игре Хаамыска – это небольшие деревянные кубики. У всех присутствующих была возможность попробовать свои силы благодаря педагогам Республиканского центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь, конечно, развивают мелкую моторику и пальцев, это и реакция, это и усердие, это и в то же время это и воля, волевая сфера, насколько нужно быть усердным, насколько нужно быть терпеливым, чтобы вот научиться, во-первых, и в то же время пройти с этой игрой по жизни и уметь передавать эту игру еще и другим. Также с удовольствием ребята соревновались в играх «Тыксан» и «Тырынка». Аналоги этих игр существуют у многих народов мира. Например, «Тырынка» – это что-то вроде игры в бирюльке, а «Тыксан» – игры в камешки. Мы не смогли удержаться, чтобы хоть где-то не поучаствовать. Сейчас я попробую сыграть в игру, которая называется «Охотник». Она развивает глазомер, меткость и мелкую моторику. Здесь есть такие фишки, которые сделаны из костей, которые находятся в хвосте у коровы. Нужно попасть одной фишечкой в другую. Вот сейчас я это и попробую. Молодец. Мимо. У меня было 3 попытки, и все 3 попытки мимо. Но я буду над этим работать. Как оказалось, игры расходуют много энергии. Поэтому здесь же участникам было предложено отведать блюда якутской национальной кухни.
Все участники мероприятия ушли сытые и довольные. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. И на этой позитивной ноте программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.